Это актуальное интервью в студии Надежда Сахамская. Здравствуйте. Креативный кластер «Квартал труда» примет стартап-тур фонда Сколково. Ключевая тема мероприятия – креативная индустрия, импульс для технологического развития. Отметим, что в Якутске пройдет юбилейный региональный этап. Республика принимает стартап-тур уже в 5-й раз. Наш гость в студии Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда Сколково. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Ну вот республика у нас уже сотрудничает с фондом более 10 лет. В прошлом году на общероссийской конференции в Москве Якутия и фонд Сколково подписали новое соглашение о сотрудничестве еще на 10 лет. Что будет реализовано в рамках этого соглашения? Очень интересна наша история сотрудничества, потому что не так давно мы, собственно говоря, в 2020 году справляли 10 лет фонду Сколково. Посмотрите, фонд Сколково развивается, и параллельно наше сотрудничество развивается, потому что первое соглашение было буквально подписано через 2 года после основания фонда, через год начала активной работы. И те инструменты, которые мы используем для работы во всех регионах, во многом совместно с Республикой Саха были сделаны в рамках совместного поиска тех решений, которые активизируют инновационную активность в регионе. Само по себе Сколково – это тоже большой стартап. За время своего существования мы меняли различные формы работ, начинали поиск от научных учреждений, потом постепенно, наращивая свой портфель, все больше и больше понимали, что надо двигаться в сторону спроса от крупных партнеров. И соответствующим образом и наше с вами сотрудничество с Республикой Саха менялось. Ну, смотрите, 10 лет мы проработали с хорошим результатом. Уже сейчас у нас 17 резидентов работают постоянно на территории Республики Саха. Это якутские компании, которые здесь основаны. Но мы создали специальное партнерство, когда технопарк Якутии является региональным оператором фонда Сколково. Что это означает? Что сейчас, благодаря новому соглашению, мы помогаем обучению сотрудников, которые работают здесь на месте. У нас есть постоянно действующий представитель, который здесь работает на месте, кураторы проектов новых, которым они помогают получить статус резидента Сколково. И благодаря этому непосредственно на месте те предприниматели технологические, которые сделать хотят свою компанию, коммерциализировать свою техническую идею, могут на месте найти помощников, которые помогут им получить статус резидента Сколково и весь тот набор льгот и преференций, которые этот статус дает. Это и возможность получения грантового финансирования, это налоговый рай мы называем, потому что разработчик, который является резидентом Сколково, не платит НДС, не платит налог на прибыль, у него уменьшены социальные взносы, мы сейчас субсидируем социальные взносы. И также он может получать хорошую финансовую поддержку, при этом это финансовая поддержка может быть в 2 форматах. Может быть в формате гранта, когда, по сути, эти деньги не размывают долю основателя компании, просто это невозвратные деньги на разработку технологий. Так и мы помогаем привлекать финансирование, гранты, собственно говоря, те, которые Сколково выдает, и еще и наши партнеры, и другие институты развития оказывают такого рода поддержку, мы помогаем получить там. Ну и кроме этого, мы также на более поздних стадиях, когда уже разработка приближается к коммерциализации, мы помогаем привлечь и частные деньги. Это у нас работает управляющая компания «Сколково Капитал», которая управляет несколькими венчурными фондами. Ну и, наверное, мы работаем со всеми венчурными фондами и бизнес-ангелами, которые работают в Российской Федерации. Ну, достаточно сказать, например, что Сколково Венчур, Сколково Капитал являются лучшими инвестиционными консультантами в области венчурных технологий, оказывают большой объем консалтинговой поддержки, не только деньги выдают. Поэтому, попав в эту экосистему, люди, даже самая простая вещь, стартап, который базируется здесь, он находится в нашей CRM, в нашей базе данных, по которой мы работаем со стартапами, и таким образом становится виден большому числу заказчиков на территории всей Российской Федерации, да и не только Российской Федерации. Это выгодно, это просто, именно в эту сторону мы продолжаем сотрудничество. Плюс новая тема, о которой я сказал в начале, это спрос со стороны индустриальных партнеров, со стороны крупных компаний, которым нужны эти новые технологии. И в рамках нового соглашения мы также рассчитываем, что технопарк, который находится здесь, будет выстраивать взаимосвязи между локальной индустрией и стартапами, которые расположены на территории всей Российской Федерации, как раз благодаря этой базе данных. Коммерческой выгоде всех сторон.
Но учитывая, что есть планы по дальнейшему развитию, осмелюсь предположить, что и наш технопарк вы оцениваете более чем удовлетворительно. Нет, конечно. У нас на самом деле мы действуем на вполне понятных показателях эффективности. У нас все региональные операторы имеют планы по приросту новых резидентов. Следующей вехой для технопарка мы считаем, что 25 резидентов должно быть у нас здесь. Помогаем им в этом. Ну и я так понимаю, что и правительство республики достаточно много денег вкладывает в инфраструктуру. Посмотрите, открывается новый технопарк в Якутске. Вот мы там буквально совместно с мероприятием имеем возможность вместе со стартап-туром открыть этот новый технопарк. Кроме этого, планируется строительство биотехнологического парка, который тоже является очень интересным сегментом. Поэтому вот та история, которую мы 10 лет назад начали в виде подписания, продолжили в рамках совместной постоянной работы, которые майлстоунами, которые вот такими вехами являлись проведение стартап-туров. На самом деле 4 стартап-тура этапа мы здесь уже проводили. Ну и сейчас 5-й стартап-тур, такая значимая веха, только что на прошлом году переподписали новые 10 лет. Открываются новые технопарки, соответственно, больше резидентов, выше планы и больше технологических компаний здесь на месте. Кирилл Владимирович, вы отметили, что будет строительство биотехнологического центра. Скажите, какое значение имеет развитие биотехнологий в деле обеспечения технологической независимости? Вы знаете, очень интересно. По базовому образованию я сам медик, то есть я как раз имею непосредственное отношение к биотехнологиям. И традиционно всегда считалось, что Якутия, Якутск очень сильны с точки зрения IT-технологий. Хорошо растущие компании, есть несколько сегментов, где лидирующие компании расположены здесь. Но когда мы начали собирать воронку разработчиков здесь, мы увидели, что в штучном выражении, в количестве заявок, поступающих из Республики Саха, большинство – это заявки в области биотехнологий. Возможно, это связано с тем, что здесь сложно на месте решить сельскохозяйственные вопросы. Действительно, здесь только технологическое решение возможно для того, чтобы здесь на месте растить, выращивать, обеспечивать питание. Плюс к этому сложные климатические условия, мы видим, что часть разработчиков толкают как раз на поиск средств, например, биологической защиты от холода, растений, животных и даже людей. И вот этот набор, связанный со сложностями климатическими во многом, он заставляет людей выискивать технологические решения, которые здесь сделают жизнь легче. Из-за этого растет количество биотехразработок, и надо их где-то концентрировать. Дело в том, что биотехразработки с точки зрения инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы они шли вперед, это непростая вещь. Это не IT, где достаточно стола, стула и компьютера, чтобы прошла разработка. Необходимо иметь процессоры, необходимо иметь лабораторную базу, так называемые мокрые лаборатории. Для этого нужен биотехпарк. Если мы хотим, чтобы сегмент этот здесь развивался, соответственно, необходимо инвестировать в инфраструктуру, что и, собственно говоря, планируется сделать на месте. Это означает, что и разработок будет больше, и они будут более качественны, на что мы очень рассчитываем. Но все-таки главная цель вашего визита – это 5-й юбилейный стартап-тур. Расскажите, чем же отличается этот этап от предыдущих? Вы знаете, главная цель нашего визита – чтобы местные разработчики росли, развивались, их стало больше. А стартап-тур сам по себе – это только инструмент этого. Но, тем не менее, как я и говорил, Сколково, как большой стартап, постоянно меняет формы работы, выискивает новые тренды и новые треки, по которым можно работать с разработчиками. Например, биотех, про который мы говорили, он как тренд и как трек возник всего лишь в 2016-2017 году, на середине нашей жизни. До этого мы не поддерживали эти проекты. Посмотрите, как он быстро развивается. А новый тренд, о котором мы говорим, это креативные технологии. На самом деле, во многом это к нам пришло из цифровых технологий. Самый большой сегмент, с которыми мы работаем, из 3500 компаний, сколковских резидентов, 1500 компаний – это IT. Но IT-прикладное, которым очень много занимаются разработчики, оно большей частью имеет направление бизнес-то-бизнес, когда заказчиками такого рода решений софтверных являются крупные промышленные компании или проектировщики, или компании, которые управляют бизнесом.
А последний тренд, и в том числе это связано с большими сейчас дискуссиями по поводу того, куда идет искусственный интеллект, надо ли ограничивать его развитие, чат GPT, про который так много говорят, известное письмо нескольких лидеров индустрии о том, что надо приостановить разработки в области AI. Так вот, AI, он все больше и больше сдвигает нас от решения технологических проблем, технических проблем, связанных с промышленностью, с индустрией, с научными исследованиями, в сторону креативную, там, где AI пока не очень силен на самом деле. И это подтолкнуло нас также в сторону креативных индустрий. Новый тренд, очень интересный, очень модный, как раз где человек, как бы ни развивались технологии, может проявить себя. И в Республике Саха прекрасный задел, потому что у вас отличные здесь разработчики компьютерных игр, компании очень известные, завоевывающие мир. И мы видим, что они постепенно сдвигаются в области другие. То есть те технологии, которые первоначально использовались в компьютерных играх, идут в анимацию, идут в сторону создания контента для развлекательных передач, для художественных передач, для художественных фильмов. Мы хотим этот тренд поддержать. Но вот я говорю про цифру и движение цифры в креативной индустрии. Наверное, это не единственная история, потому что технологии проникают везде. Это и технологизация питания, тот самый пищепром, тот самый фуд-биотех. Это новые вкусы, новые сочетания, другие подходы к изменению и к нашему восприятию в области хорика, отеля, ресторанный бизнес. Да? Это можно поговорить о том, что новые технологии, новые материалы привносят новые креативные возможности в одежду, в мебель. И вот именно об этом мы хотим поговорить в целом в стартап-туре. Это новый трек у нас. Мы также оставили старые треки, и биомедицину, и IT, и новые материалы. Но вот эта история, связанная с креативными подходами, это для нас новый трек. Мы в этом году по всей России это отрабатываем. Ну, так сложилось, да, что в Республике Саха, благодаря вашей истории и успехам, в первую очередь будем говорить о цифровизации и о цифровых инструментах в креативных индустриях. Мы получили, к слову говоря, на 5-й тур в районе 260 заявок, 259, если я не ошибаюсь, и сделали тщательный отбор. И вот сейчас, собственно говоря, 20 лучших проектов завтра будут соревноваться за главный приз, из которых 5 – это проекты, связанные с креативной индустрией. Скажите, а знакомы ли вы с креативной индустрией республики помимо IT-разработок? Лично я, конечно же, якутское кино очень модное сейчас. Смесь артхауса с очень добрым пониманием мира, с хорошим юмором смотрю. Возможно, будут представлены в программе стартап-тура и мероприятия, связанные как раз именно с каким-то региональным уклоном. Имеется в виду история нашей республики или отсылки к какой-то Да, конечно. Вот мы говорили про цифровые инструменты и про анимацию. И надо сказать, что один из финалистов как раз... Мне сложно сейчас называть название, потому что соревнования, да, я не хочу дать кому-то преимущество завтра, чтобы жюри на него обратило больше внимания. Но вот анимационные студия, которая представляет свой проект, как раз направлен на традиционные восприятия действительности, которые как раз связаны с Республикой Саха. Ну что ж, остается только дождаться результатов 5-го. Болеем, победит сильнейший. Уверены, что победит сильнейший. Ну и я благодарю вас, Кирилл Владимирович, за то, что нашли для нас время и стали гостем нашей студии. Спасибо, что пригласили. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.